Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и слушатели канала Гид из Грозного. В данном ролике я хочу вам представить статью одного из наших научных деятелей, чеченского историка-исследователя и этнографа Дахо Альви Ахмедгиреевича, вышедшую в печати в номерах 81-82 газеты «Иман» от 7 ноября 2025 года. Публикация ученого написана в научно-популярном формате и является рецензионно-аналитической статьей на монографию известного чеченского исследователя Амина Тесаева «Чеченское государство Сим-Сим в истории Кавказа и Золотой Орды и кавказские нарративы», вышедшего в свет в августе текущего года. Уже в самом названии статьи Альви Дахо усматривается значительность, а также и сенсационность научного труда Амина Тесаева не только в чеченской историографии, но и в целом в современном кавказоведении. Кроме отмеченного, добавлю, что статья Альви Дахо, дающая очень высокую оценку монографии «Чеченское государство Сим-Сим», стала и первым научным словом в печати относительно этого издания. Далее я намерен представить вам полное содержание этой статьи. Сим-Сим. Открытие истории чеченского средневекового государства. В конце августа текущего года издательско-полиграфической компанией «Фрегат» выпущено в свет уникальное книжное издание «Монография молодого чеченского историка-исследователя Зелимхана Адамовича Тесаева» под говорящим названием «Чеченское государство Сим-Сим в истории Кавказа и Золотой Орды и кавказские нарративы». Книга эта уже успела привлечь к себе внимание широкой читательской общественности. Ее обсуждают и активно комментируют на различных форумах социальных сетей и онлайн-платформах. Такой живой интерес к ней вызван, на мой взгляд, не только тематикой этого издания, но скорее теми новыми научными данными, содержащимися в ее материалах и имеющими, по сути, сенсационный характер. Свою статью я хочу начать со слова об авторе этой книги. Тесаев Амин Зелимхан Адамович родился 30 октября 1990 года в Грозном. В 2013 году окончил филологический факультет Чеченского государственного университета. Уже в 2019 году, закончив обучение в Чеченском государственном педагогическом университете, переквалифицировался на специалиста по истории и обществознанию. Наконец, в 2021 году Амин получил диплом исследователя и сдал кандидатский минимум, завершив обучение в комплексном научно-исследовательском институте имени Ибрагимова Российской академии наук, город Грозный. Амин Тесаев несколько лет проработал научным сотрудником Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, отдел этнологии и отдел истории народов Северного Кавказа. В настоящее время он учредил научно-творческое объединение «Ординский институт» и ведет многостороннюю исследовательскую деятельность в рамках этой организации, делая при этом немалый упор и на экспедиционные изыскания. Амин является автором более 100 научных работ, из которых 9 научные монографии. Самые известные из них – «Чеченская география XV века», составленная по данным ученого-богослова и путешественника Аздина Вазара. Институт Мехкдей в истории Чечни. Героика. Известные личности и предводители Чечни XI-XX века. И Чеченское государство Сим-Сим в истории Кавказа и Золотой Орды и кавказские нарративы, о которой я сделал сообщение в этой статье чуть выше. Амин ввел в научный оборот массу памятников письменности
эпиграфики, а также наградные знаки имамата, в том числе 2 списка тариха Таймасхана, генеалогическая история Силсила Ялхой, Тарих Ялхой, Тарих Гуной, историю имамов Кавказа, Махкитинский рескрипт, не менее 2 списков тариха Мичигиш и тариха Чачана, документы Тавсултана аль-Курчали, Дохтукаева, Шамиля аль-Гимри, Бешто ас-Сасани, Иласхана аш-Шали, Сугаипа Муллы Гайсумова, эпитафии погребальных стел, медали Байсангура Биноевского, Гази Хаджи Зандакского и многое-многое другое. Но наиболее значимым трудом Амина Тесаева, по нашему твердому убеждению, все-таки следует считать его последнюю монографию «Чеченское государство Сим-Сим». В этом труде автору удалось не только обработать колоссальный объем источников, материалов и литературы, исследованных им за 7 последних лет, но и систематизировать полученные данные, сделав ряд обоснованных открытий. Во-первых, автор доказал династическую и территориальную преемственность между Аланским государством и Сим-Симом. Автору удалось идентифицировать и раскрыть личности таких выдающихся чеченских лидеров, а по совместительству правителей Алании и Сим-Сима, как Хаси и Ховра из рода Садо. Последний, Ховр, к тому же является 5-м потомком первого. Во-вторых, на голову разгромлено советское клише об изолированности и полной оторванности чеченцев от социально-политических и экономических процессов на равнине до XVI века, когда происходило отнюдь не освоение, а возобновление контроля чеченцев над равниной в процессе реконкисты. Как показывает масса документов и материалов, чеченцы не только продолжали действовать на равнине, но и играли на ней ведущую роль вплоть до крымско-косожского нашествия середины XV века. В-третьих, автор не только впервые дает ясное представление о границах рассматриваемых государственных образований, но также выстраивает четкую хронологическую шкалу событий, наполненную такими подробностями, как расположение мелких областей страны и имена их лидеров. Примечательным является и картографический материал, представленный в книге, в котором наряду с городами и укреплениями Сим-Сим, Бештаг, Татар-Туп, Капчагай, Чеча, Магас, Кирда, Зумса и другими отмечено и воинское укрепление Темангап в местности современного Ачхой-Мартана, относительно которого имеется подробное описание в чеченской рукописи Жахотан-Тептер. Для ясности здесь отметим и то, что общество ашхойцев, о котором и повествуется в текстах рукописи, ко времени нашествия на Северный Кавказ и страну Сим-Сим армии Хромого Тимура управлялось человеком по имени Хорса, являясь одновременно и Теманбяча, и правителем ашхойского общества в целом. В социальном плане ашхойцы были неоднородны, но их основу составляло сословие Темангерия, то есть воинское сословие. В-четвертых, что заслуживает особого внимания, Амину удалось не только критически исследовать основные кавказские нарративы, впервые ссылаясь на таких выдающихся востоковедов, как Бартольд, Минорский и других исследователей. Он выявляет четкую историческую канву в сочинениях Алгузиани и Тарих Герихан. С другой стороны, автор, проводя весьма яркие сопоставления с историческими летописями, датирует основные события, изложенные в других сочинениях второй половиной XIV, XV и XVI веками, но никак не ранее,
К отмеченному стоит добавить и о наличии многих явных параллелей в описании исторических событий в отмеченных выше сочинениях и целого ряда чеченских тепторов, выявленных автором монографий в ходе своего исследования, что тоже имеет для нас весьма важное значение. Вследствие всего отмеченного можно констатировать следующее. Научный труд Амина Тесаева безусловно выдвигает новые задачи в исследовании чеченского средневековья и, прежде всего, необходимости выявления более конкретного содержания и системного механизма функционирования государства Сим-Сим, его внутренней и внешней политики, а также его роли в событиях и политических процессах своего времени как в собственном регионе, так и за его пределами. Кроме этого, данный труд, в моем понимании, спровоцировал еще и живой интерес научного сообщества к внимательному рассмотрению и изучению всей северокавказской топонимики, которая, по всей вероятности, могла и может включать в себя элементы чеченского культурно-политического и языкового влияния. Далее, в контексте затронутой темы, я бы хотел остановиться на рассмотрении семантической основы нескольких различных топонимов, возможно, связанных с историческим прошлым чеченцев-нахчийцев. А что если? Еще в бытность СССР в поездках по различным республикам и городам страны я всегда интересовался семантикой названий многих населенных пунктов и другой местной топонимики. Было интересно находить в них определенные языковые параллели, разгадки и связи с какими-либо историческими событиями и их последствиями, в том числе и картографическими. Особый интерес вызывали те из них, которые имели как вариант семантическую основу, явно пересекавшуюся с лексическими признаками чеченского языка. Если, к примеру, учесть осмысление и видение вопроса о культурно-языковом влиянии предков чеченцев на топонимику Северного Кавказа, Закавказья и далее региона Междуречья Тигра и Ефрата, таких ученых, как Чакаева, Тимаева, Бакаева, Хизриева, Сигаури и некоторых других, то проблема эта видится вполне реалистичной и небезосновательной. С другой стороны, даже факт о том, что и сам Северокавказский регион, на просторах которого в ту историческую эпоху располагалось государство Сим-Сим, находится в ареале исторических и географических границ Запада и Востока, а также все время являлось пространственной зоной активных военно-политических и иных взаимосвязей, в том числе и важнейшим торгово-экономическим узлом еще с эпохи древности и средневековья, мог одновременно быть дополнительным фактором, способствовавшим интенсивному процессу культурного взаимовлияния народов. В связи с отмеченным обратимся к нескольким примерам. Касаясь проблемы расшифровки письма на Зеленчукском надмогильном памятнике, являющегося одним из наиболее известных памятников аланской эпиграфики, Хизриев отмечает так: Вагапов впервые показал, что при расшифровке средневековых надписей Центрального Кавказа, в частности Зеленчукской надписи, нельзя игнорировать и чеченский язык. Также представляет немалый интерес в этой связи описание основных памятников восточноевропейской руники салтово-маяцкой культуры, которое произвел Олег Мудрак. Он, в частности, пишет о том факте, что в хазарском каганате для записей наряду с дигорским диалектом осетинского языка использовался и чеченский язык тоже. По его мнению, это может свидетельствовать о высоком социальном статусе
носителей этих языков. По данным Артамонова, в хазарском городе Саркел, возникшем в начале 830-х годов, был обнаружен горшок с надписью «Налха». Чеченский исследователь Хасханов, сравнивая донно-кубанское руническое письмо с символическими знаками чеченских петроглифов, приходит к выводу о высокой вероятности их сходства, в частности, с петроглифами Хаскалинской башни. Тема о северокавказской топонимике очень широкая, и в рамках одной или нескольких статей вряд ли ее можно осветить, да и требуется ее основательное изучение. Ввиду этого в данной публикации я попытаюсь коснуться лишь нескольких топонимических названий. Свои же соображения хотелось бы начать с основного – семантики самого названия средневекового чеченского государства Сим-Сим, относительно которого нашими «доброжелателями» в кавычках высказывается выраженный скептицизм, правда без всякой аргументации, пытаясь выдать это название за какую-нибудь абракадабру. Сразу заметим, что одним из периферийных городов государства Сим-Сим, согласно материалам монографии Амина Тесаева, являлся и город с одноименным названием Сим-Сим, фиксирующийся в местности, где в наше время находится город Минеральные воды. В орбите государства Сим-Сим этот город, скорее всего, оказался после событий, последовавших с 1358 года и описываемых в своей монографии Амином Тесаевым. Мы этот город назвали периферийным, во-первых, из-за его отдаленности от центральной области Сим-Сима, а во-вторых, потому что он, по всей вероятности, не являлся и столицей тогдашнего чеченского государства, так как в этом качестве по многим основаниям мог выступать укрепленный город Чеча, находившийся тогда на левобережье реки Сунжа в пределах центральной части современного Грозного. Согласно сведениям Сулейманова, аул Чечена, существовавший еще до основания крепости Грозная, находился там же, что соответствует данным о городе Чеча. Пока неизвестно, когда именно и как был основан город Сим-Сим. Возможно, после своего усиления в регионе для наглядной маркировки отдаленных рубежей своего государства правители Сим-Сима переименовали одно из существовавших там ранее поселений, или он существовал и до этого с таким названием. Может быть и другое. Данный вопрос требует внимательного изучения, привлекая для этого и археологов, так называемую историю, вооруженную лопатой. В своей более ранней публикации мною был предложен один из возможных вариантов расшифровки семантики понятия Сим-Сим. В частности, относительно этого было отмечено следующее. Сим-Сим состоит из двух повторяющихся корневых основ – Сим плюс Сим. Но внимательный анализ приводит к выводу о том, что значения этих частей не совсем аутентичны. Если вспомнить, какие существуют предположительные варианты названия государства Сим-Сим, Сим-Сам, Сим-Сир, Сим-Сар, Семсур и другие, то складывается несколько этимологических версий, но при этом суть их всех принципиально однородна. Си – душа, честь, человек, люди. Серло – свет, рассвет. Сим – бодрствующий. Сир, сер, сур, армия, войско, дозор, стража, страна. Буквы или звуки «М» видятся как зашифрованное чеченское понятие «мог», а соединительный «а», «и», «е», имея особенность свободного перехода одной в другую, выполняют не только роль связки, но и включают в себя важную функцию отражения семантического содержания корневых основ рассматриваемого названия, универсально соответствуя определенным признакам смысловых значений его отдельных частей. При этом все выявляемые в процессе анализа смысловые значения
однозначно соотносятся со смыслоопределениями и атрибутами государственности, что очень важно. Далее, обратившись к одному термину-топониму, существующему в центральной части России, вернусь к рассматриваемой теме непосредственно по Северокавказскому региону. Еще много лет назад я обратил внимание на название поселка Турдей Тульской области Российской Федерации. В целом, здесь имеются несколько одноименных географических объектов. Старинная деревня, поселок, основанный под тем же названием в советский период, речка Турдейка, а также и железнодорожная станция. Местное население в семантике этого названия видит только русско-славянскую языковую основу, берущую свое начало из народных легенд. Однако признают, что в этих местах когда-то обретались скифы и сарматы. Здесь будет, кстати, заметить следующее. В армянской географии VII века по Рождеству Христова, приписываемой Моисею Харенскому, переведенной и изданной в 1877 году под Кановым, в разделе о кавказской стране Сарматия значатся и нахчаматьяны, признанные в науке предками нахчийцев, отмеченные в этом источнике под номером 8. В карте мира Клавдия Птолемея в Кавказской области Сарматии также значатся нахчийцы под именем Сацаны. Приведенные факты красноречиво свидетельствуют об основательности понимания под именем сарматов и нахчийцев в том числе. Первая часть названия Турдей, Тур, здесь на месте понимается как древнее каменное земляное сооружение и традиция. Местную семантику второй части этого названия я еще не обнаружил. Давайте посмотрим на его смысловое содержание, используя лексический ресурс чеченского языка, ибо такую возможность нам дают выше приведенные источники. Тогда получится следующее. Первая корневая часть названия Тур – это меч, сабля. Вторая в единственном числе да, отец, во множественном числе, как и значится в топониме Турдей, Дей – отцы. С этим все понятно. Теперь вспомним, имеется ли в чеченской лексике понятие Турдей. Конечно же, имеется. Правда, больше оно известно в единственном числе Турда, социальным значением владеющий мечом, владыка, повелитель, предводитель. А во множественной форме данное название может означать обладающие мечами, владыки, предводители, а более точно рыцари. В той же Российской области наряду с Турдей имеется и другой похожий топоним Туртень, легко сравнимый с чеченскими топонимами Турти-Тогый, Турти-Кол, Турти-Отр. Теперь рассмотрим, могли ли действительно в античное время, период Средневековья, здесь или вообще за пределами своей страны, каким-то образом быть и участвовать в каких-либо событиях предки этнических чеченцев. Для ответа на этот вопрос обратимся к нескольким научным источникам. Так, в одном из своих исследований Хизриев отмечает, во второй половине XIV века на Северном Кавказе существовала сильная антиордынская оппозиция, о чем может свидетельствовать и бегство из города Сарая в аланский город Арнач московского князя Ивана Ивановича, который в том же 1357 году был настигнут и убит ордынцами. Видимо, в Москве хорошо знали политическую обстановку не только в Золотой Орде, но и на всем Северном Кавказе. Если бы московский князь не рассчитывал на помощь со стороны горцев, вряд ли бы он избрал именно это направление. Этот чрезвычайно интересный факт говорит о существовании дружественных связей северокавказских народов с Русью задолго до Куликовской битвы. Ослабление власти Орды к 50-м годам XIV века
прекращение военных набегов вглубь гор, возвращение горцев на равнину – все это привело к экономическому оживлению края и восстановлению традиционных дружественных связей с соседними народами, в частности с русским. Например, русское войско на Куликовом поле было снабжено в черкесские шлемы, воспетые в Задонщине. Здесь нужно вспомнить о том, что Куликовская битва, известная нам по историческим источникам, происходила на юго-востоке той же Тульской области. Перейдем к другим источникам. Джанашвили, описывая события VII века, отмечал: царь Гурам, получив от императора Юстиниана большую сумму денег, приглашает овсов, дурдзуков и дидойцев и идет против персов и начинает грабить и опустошать Персию, подвергшуюся нападению и со стороны тюркского племени. В одной из глав чеченской рукописи Жахотан-Тептер сообщается о существовании у чеченцев организованного военного дела с наличием практики рекрута, обучения, личного состава и участия в различных походах и сражениях того времени. Отец упоминаемого семейства, почетный воин, и все его 5 сыновей посвятили свою жизнь военному делу, и этот род занятия они вели, наследуя его у своих старших поколений. Вероятнее всего, их участие в военных походах в контексте описания в данном источнике были связаны в том числе и совместным участием чеченских отрядов, дружин с войском хазарского каганата против экспансии в регионе арабского халифата. Есть много свидетельств по затронутому вопросу и в народном фольклоре чеченцев, в частности, в поэтических произведениях Илли. Несколько примеров из этого жанра, рассказывающих о походах чеченских отрядов: Гернаш, за трофеями, Хонтяк, приводится и монографий Амина Тесаева, ограничившись уже приведенными источниками и свидетельствами, заключим изложенные факты тем, что чеченцы и их боевые дружины с большой вероятностью могли тогда участвовать в различных военных и иных событиях далеко за пределами своего исторического расселения. Теперь обратимся к некоторым географическим названиям Северного Кавказа. Реку Терек, берущую свое начало с главного Кавказского хребта, чеченцы в наше время называют Терк. Также ее называют карачаевцы и балкарцы, добавляя еще и Су. Кумыки – Терек-Сув, нагайцы – Терк-Сув, грузины – Терги, кабардинцы, черкессы – Терч. В чеченской версии этого названия подразумевается, что это река раскачивающаяся, перетекающаяся, а по другой версии «т» означает «сверху», «сверху вниз» или «над». Остающийся ерек ясно понимается как чеченская «эрк», то есть река и русло реки. Однако для нас интерес представляет устаревшее название реки Терек – Ломехи или Ломекки, в литерации, отмечаемой, к примеру, в поэме «Алгузиане», что то же самое, так как данное название, безусловно, имеет этимологию, основанную на чеченско-языковой лексике. Чеченское название горы Казбек – Башлам, в значении «тающая гора», что точно определяет одно из его качеств. Гору Эльбрус чеченцы называют Эльбарз или Эльбарз, в значении «князь-гора», «главенствующая гора», «главная гора» и так далее, тем самым определяя тот факт, что она самая высокая гора в горной цепи Кавказа. Не менее интересно название реки Теберда, являющейся левым притоком большой реки Кубань и протекающей в Карачаево-Черкесии. Ее название, пользуясь чеченским языком, легко разделить на две составляющие – те или те и берд, в которых те это к на, а берд
берег, отвесная скала, обрыв, в результате чего можно увидеть понятие «к берегу», «между берегами». Учитывая, что река вбирает в себя множество притоков, которые собирают воду с горных склонов, а также многочисленные озера и водопады, талые снега и ледники, то понятие это, то есть встречное движение, перемещение, смотрится очень логичным. Но обращает на себя внимание и другое. Исток Теберды образуется из слияния двух рек – Аманауз и Ганачхир, из которых Ганачхир легко читается посредством чеченской лексической семантики, как река, вбирающая в себя близлежащие источники воды. Завершу анализ топонимики рассмотрением еще одного географического названия. В марте-апреле 2007 года мне довелось пройти санаторно-курортное лечение в оздоровительном учреждении «Минеральные воды» Ставропольского края. Однажды, находясь там, я принял участие в одной экскурсионной поездке, в которой вместе со мной было и много других наших курортников из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга и так далее. В этой экскурсии нас сопровождал гид-женщина, родом из этого же Ставропольского края. По мере нашего продвижения по намеченному маршруту она рассказывала о тех или иных местных памятниках, географических объектах, зданиях, сооружениях и о других значимых местах. В том числе она, рассказывая о расположении города Пятигорск, уделила внимание одному местному горному объекту – горе Юца. И к своему рассказу она добавила, что устаревшим названием этой горы было Юцкерт или Юцакерт. Когда же несколько участников нашей экскурсии поинтересовались у нее, а что означает название Юцакерт, ответила: сейчас это название не применяется, его значение неизвестно, возможно, что-то тюркское. Внимательно слушая этот разговор, я сказал: а что здесь непонятного? Смысл этого названия лежит прямо на поверхности, правда, на чеченском языке. Гид мне в ответ: тоже скажете, при чем тут чеченский язык? Но и все же, несколько человек захотели, чтобы я разъяснил им значение названия горы на чеченском языке. Видя их заинтересованность, я ответил им: Юцакерт или Юцкерт прямо означает «плети забор». Ведь в старину горцы заборное ограждение плели, вязали из прутьев лещины. Гид мне: да перестаньте, где Чечня, а где Ставропольский край? Мой ответ: правда, я не знаю, почему так. Просто может быть, что в ходе каких-то исторических процессов эта местность значилась как приграничье их влияния. Пожалуй, этим рассказом и завершу данный материал. И в конце хочу еще раз высказать большую благодарность и слова поздравления Амину Тесаеву, автору монографии «Чеченское государство Сим-Сим», с выходом в свет этой блестящей работы. Пожелать ему здоровья и сил для продолжения своего неоценимого труда в изучении и исследовании подлинной истории чеченцев, зная, что это нужно и для наших потомков. Сейчас уже как автор и ведущий канала хочу обратиться от своего лица и от лица подписчиков, зрителей канала к Амину Тесаеву. Амин, выражаем тебе безмерную благодарность за твою работу, выражаем тебе благодарность за твою очень полезную деятельность, за плодотворный труд, успехов, удачи, здоровья. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, спасибо всем за просмотр, за прослушивание. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. До новых встреч. До свидания.